29 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,43 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет: $1 США от 10,26-64 до 10,26 сомони, 1 евро от 10,43-17 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1662 до 0,1690 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром немного поднимаются без преобладания какого-то одного фактора. При этом и всю неделю они могут завершить в небольшом плюсе. Нефть марки Brent находится на уровне $101,89 за баррель, марки ВТИ составляет $96,72 за баррель. Стоимость золота растет в последний рабочий день месяца за счет макроэкономических факторов, которые повышают его привлекательность как актив-убежища и составляет $1764.30 за тройскую унцию. За первое полугодие текущего года производство муки на предприятиях Таджикистана сократилось на 35%. Об этом говорилось 28 июля на заседании правительства под руководством президента Эмомали Рахмона. Как сообщает пресс-служба президента, в связи с этим Министерство промышленности и новых технологий и Ассоциация импортеров и переработчиков зерна и зерновых продуктов поручено принять необходимые меры по регулярному ввозу пшеницы из-за рубежа, а также поиску альтернативных способов ее ввоза. Напомним, что повышение таможенных пошлин России при продаже зерна в третьи страны и приостановка экспорта пшеницы со стороны Казахстана оказали сильное влияние на Таджикистан. Цена мешка муки в стране достигает 380 сомони, прежняя же составляла 280. Отметим, изменения на валютном и продовольственных рынках Таджикистана произошла после начала российско-украинского конфликта. Таджикистан почти полностью импортирует муку и пшеницу из Казахстана, при этом в последние годы поставки муки сокращаются, а ввоз пшеницы, наоборот, растет. Это связано с открытием в Таджикистане новых мощностей по переработке пшеницы, которые в настоящее время обеспечивают почти 90% потребностей страны в муке. Счетная палата Таджикистана заявила о выявлении крупного финансового ущерба в Государственном сберегательном банке Амонат-банк. Руководство банка категорически не согласно с формулировкой «финансовый ущерб», утверждая, что речь идет о необслуживаемых клиентами кредитах. Председатель счетной палаты Карахон Челазуда сообщил журналистам, что в результате аудиторских проверок деятельности Амонат-банка в 2018-2019 годах выявили финансовый ущерб на сумму более 200 миллионов сомони, половина которого до сих пор не восстановлена. Он отметил, что по итогам этих проверок на рассмотрение Генпрокуратуры страны было направлено 18 дел. Глава палаты добавил, что в результате проведенных работ восстановлен ущерб на сумму 104 миллиона сомони, столько же денег пока еще не удается вернуть. Председатель ГСБ Амонат-банк Сираджиддин Икрами, комментируя данный вопрос, на пресс-конференции подтвердил, что действительно такие недостатки были выявлены в ходе проверок в 2019 году. После этого аудиторские проверки счетной палаты в этом банке не проводились. Он категорически не согласен с формулировкой «финансовый ущерб» в данном случае, отметив, что речь идет о кредитах, которые по тем или иным причинам не обслуживаются клиентами. Икрами пояснил, что к финансовому ущербу, для примера, можно было бы отнести то, что руководитель банка оформил на имя конкретного человека кредит, о существовании которого клиент даже не подозревает. Он подчеркнул, что все вышеуказанные кредиты выданы в рамках установленных норм, обеспечены залоговым имуществом, часть денег восстановлена, ведутся работы по восстановлению оставшейся части. Международный валютный фонд наряду с традиционными экономическими и финансовыми рисками – это ужесточение денежно-кредитной политики, замедление экономического роста в Китае, рост цен на энергоносители и другое – отнес к негативным факторам развития мировой экономики риск ее разделения на геополитические блоки, возникшие в результате российско-украинского конфликта, передает РБК.
Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различными технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами, говорится в докладе фонда. При этом на данный момент МВФ не видит существенных признаков решоринга, то есть возвращения производства на родину из стран с более низкими издержками или торговой деглобализации. По оценке аналитиков фонда, сегодня мировая торговля более устойчива, чем ожидалось в начале пандемии COVID-19. Однако, если тенденция геополитической фрагментации усилится, это может уменьшить эффективность многостороннего сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с изменением климата. В дальнейшем такая разобщенность также может привести к тому, что текущий продовольственный кризис станет нормой, предупреждает МВФ.